Как подобрать ключ к загаданному человеку? Вам нужно оставить его в покое, того человека, которого вы загадали. Нужно, чтобы он побыл в вакууме без вашего общения, потому что все правильные ключи сюда не подходят. Вам, если нужен этот человек, вам нужно действовать именно вопреки общепринятым там нормам, да, не звонить, не писать, уйти в тишину. И что, к чему это приведет? Ух ты ж. Да, ограничив его в общении, вы сделаете так, что у него создастся реально вакуум, он не будет понимать, чего делать. Потому что для того, чтобы осознать, что нужно брать ситуацию в свои руки и развивать отношения, например, этот человек должен вот именно оказаться в такой ситуации, когда вы, например, ушли или уехали, и вас просто нет. Ни в соцсетях, нигде не пишете, не звоните. Тогда в нем вот как раз проснется тот дух человека, который желает свою жизнь планировать, воплощать именно собственными руками. Именно здесь вот говорится, женщина, видимо, смотрит, говорится о мужчине, чтобы его вот эти солярные энергии проснулись. То есть как человек, который умеет вести, умеет светить, умеет руководить, скажем так, да, жизнью своей. Тогда и случится, вот как только у него это проснется, он вспомнит о том, что у него есть человек, которому он питает нежные чувства, с которым ему очень приятно общаться, и общение с вами приносит ему огромное удовольствие. Тогда он захочет с вами и встретиться, и здесь также вот он вас уже, например, на данный момент считает главным человеком в своей жизни, но не действует в связи с какими-то ситуациями. Потому что недостаточно, например, хорошо знакомы, недостаточно много о вас информации. Может быть, нет возможности там познакомиться ближе, потому что есть определенные страхи, какие-то переживания. И вот, оставив человека довариться в собственном соку, вы сможете дождаться нового этапа отношений. То есть этот человек начнет действовать. Смысл в этом. И действовать не так, чтобы там как он раньше шел, как его вот жизнь строилась до встречи с вами, а совсем по-другому, потому что он захочет именно вас вернуть в свою жизнь, и чтобы вы рядом шли с этим человеком бок о бок.